Это «7 дней плюс». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, бюрократическая нагрузка на учителей – одна из основных бед в стране наряду с двумя другими. В последние годы были предприняты множество попыток, чтобы подарить учителям, наверное, радость исключительно от своей работы, а не от бумажного марафона. Год назад произошло одно из таких ключевых событий в этой сфере. Вот что произошло спустя год, об этом сегодня разговариваем с нашим гостем. Рамис Музипов, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, сегодня у нас в гостях. Рамис Габдраевич, здравствуйте. Итак, здравствуйте. Начнем с хронологии событий, точнее с того, на что опирались депутаты Госдумы, прежде чем принять специальный закон. Социсследования они провели с 2019 по 2022 год. По их результатам они выявили, что учитель составляет 49 видов документов и отчетности. 67% опрошенных педагогов тогда подтвердили, что это самая главная нерешенная проблема в их сфере. Результаты одного международного исследования подтвердили, что система образования России самая забюрократизированная среди 36 стран мира. И подтвердили тогда, что российский учитель трудится свыше 46 часов в неделю, затрачивая на заполнение планов и отчетов, а также на подготовку к урокам более 15 часов. После этого, насколько я понимаю, депутаты Госдумы, вместе с ключевая оппозиция была единороссов, приняли решение о том, что необходим даже специальный закон, потому что ничего другого не помогало, насколько я понимаю. В чем предыстория действительно вопроса и как все это принималось, насколько учитывалось тогда мнение учителей, мнение вашего ведомства? Ну, вопрос снижения бюрократической нагрузки или документационной нагрузки, или оказания помощи учителям для того, чтобы перегрузить их внимание и перенаправить внимание больше на обучение и воспитание, он поднимался на протяжении последних 15 лет. И тому исследованию, которое вы озвучили, предшествовало еще несколько исследований, и поручений давалось на различных органов практически каждым из руководителей нашей страны, и правительством, и министерством, и президентом. Первое поручение президента Российской Федерации 2014 годом дано на одной из площадок. По одной из последних поручений в 2021 году это уже стало такой вишенкой на торте или последней каплей, когда уже действительно начали приниматься не просто решения, но эти решения начали реализовываться. И сейчас мы видим, как они воплощаются в жизнь. Это ремарка тоже. Бумажная волокита 15 лет тоже была, пусть. Все верно, да. Потому что изначально предпринимались попытки направить письма от Министерства образования и науки Российской Федерации, тогда оно именовалось еще так, о том, что необходимо как-то систематизировать, урегулировать бюрократическую нагрузку, как-то снизить нагрузку на педагога и перепоручать это другим лицам, административному персоналу. Но ВОЗ был и ныне там, поскольку решить эту проблему путем направления инструктивных методических писем практически невозможно. Вопрос этой проблемы достаточно широк, причины очень много, и задействованы в этом вопросе не только школы, это в целом вся система образования, вся система государственного управления, которая каждый год или каждый определенный период времени пытается контролировать систему образования, соответственно, получать определенную информацию. Отсюда такой большой объем запрашиваемой информации от школ. Школы, естественно, это учителя, которые эту информацию постоянно готовили. А что касается исследований, то тому исследованию 2019 года также предшествовало международное исследование. В Российской Федерации было проведено масштабное обследование школьного образования, в первую очередь организации учебного процесса. Это международное исследование ТАЛИС, европейское исследование. Туда, вот, как правильно вы сказали, вошли 36 стран. И действительно, одним из вопросов, которые больше всего волнуют учителей, на втором месте он оказался. 66% учителей сказали о том, что одной из проблем системы образования, второй по величине проблемы, является как раз чрезмерная бюрократическая нагрузка. Это после какой главной проблемы? После зарплаты учителей. После зарплаты учителей? После зарплаты учителей, да. Зарплаты учителей ответили 88%, а 66% ответили, что это нагрузка. И она в первую очередь мешает развиваться системе образования, является определенным препятствием. Но я бы хотел сказать, что в этом же исследовании крайне интересно посмотреть результаты и других стран. Так. Ведь Сингапур, который в последние десятилетия выставляется как эталон мирового школьного образования, как система, которая
являются лучшей, передовой, самой развитой с точки зрения и качества, опыт. И организации. И мы в какое-то время даже пытались полностью уравняться и даже перенимать какие-то элементы сингапурской традиционной школы. Ну, удивите нас. Вот учителя, 70% учителей Сингапура также отметили то, что они перегружены этой бюрократической нагрузкой. 70% При цифровизации отрасли всей страны. Практически все то же самое. И когда мы начали исследовать эту проблематику бюрократической нагрузки, вообще является ли это проблема для других систем образования, мы также крайне были удивлены, что в европейских странах, в западноевропейских странах абсолютно такая же проблема. 80% учителей Португалии жалуются, выходят на протесты, понятно, мирные протесты, возмущение относительно высокой бюрократической нагрузки. Такая же проблема в Греции, такая же проблема в 2018 году остро стала в Великобритании, когда департамент образования Великобритании также издал свой инструктивный документ, в котором также пригрозил наказаниями, своего уровня, дисциплинарными наказаниями, административными наказаниями лиц, которые перегружают учителей, имеется в виду должностных лиц. Такие же проблемы в Германии, такие же проблемы в Испании. По сути, вся европейская система образования похожа друг на друга, есть небольшие отличительные черты, но они, поскольку Европейский Союз также является крайне забюрократизированной государственной структурой, которая хочет владеть всей информацией по каждой параллели, по каждому качеству уровня знаний, они также перегружают свои школы. Естественно, в этом вопросе мы равняться на них не должны, у нас должен быть исключительно собственный путь, к которому мы сейчас и приходим. Основное движение произошло с 1 сентября 2022 года. В России вступил в силу специальный закон. Я просто хочу, чтобы зрители тоже понимали, о чем идет речь. То есть я сейчас примерно перечислю, что составляли учителя до введения этого закона. Рабочие программы, система траектория, личные дела, журнал классного руководителя, инструктажи, ПДД, родительские собрания, отчеты по успеваемости, отчет по участию в мероприятиях, конкурсах, характеристика на детей, протоколы бесед с родителями, отсутствие детей в период карантина, портфолио для получения категорий, заполнение данных на сайте «Золотой резерв», протокол промежуточной аттестации и пересдач, список класса, адресами, телефонами родителей, отчет по питанию, сейчас дыхания хватит, надеюсь, те, кто питается бесплатно, отчет о проделанной работе с неуспевающими, таблицы с заработанными баллами для получения стимулирующих выплат. Но это то, что я примерно нашла, это еще не весь список, уважаемые телезрители. Родителей, чтобы понимать весь потенциал и работу учителя, наверное. Что еще там было в этом списке? На самом деле было 49 отчетов. Около 50 позиций, но если детально присмотреться к этому списку, то часть и львиная часть этого набора – это все-таки работа административного персонала, то есть заместителя директора или непосредственно самого директора, но не учителя, поскольку часть этих документов не относится к образовательному процессу непосредственно. Но тем не менее, в ряде школ, в ряде субъектов, в ряде городов, в ряде ситуаций эти вопросы перекладывались на учителей. А почему? То есть бюрократизированную систему создавал директор школы или замдиректора школы? В том числе. То есть тут надо прямо признать то, что вся система, которая формировалась, начиная с 90-х годов, после советского периода, она как раз и приводила к забюрократизированности. На всех уровнях, каждый, точнее, уровень образования, каждый уровень контроля, и федеральный, и региональный, приложил руку. Тут нужно прямо признать. И поэтому сейчас крайне тяжело перестроиться. И Анзор Ахмедович Музаев, наш руководитель Рособорнадзора, прямо сказал, что чиновникам придется терпеть эту перестройку, поскольку придется работать чиновникам в первую очередь в новых условиях. А проблема возникла еще в том, и заключается в том, что большинство учителей у нас большинство заучей, заместителей директоров являются учителями и ведут часы. Большинство директоров ведут часы. Большинство классных руководителей, у нас практически нет классных руководителей, которые самостоятельно ведут, классную работу. Они параллельно являются педагогами. И, естественно, эта вся нагрузка, она так или иначе ложилась на плечи педагогов. А в чем самая главная проблема? Ведь проблема не в том, что педагоги тратили свое время на заполнение отчетов, анализов и представление этой информации вышестоящему органу. Ведь чем меньше у педагога времени,
тем меньше у него сил, энергии и мотивации на полноценную свою работу. Полноценную работу. И, естественно, он где-то начинает так или иначе срезать углы, сокращать и оптимизировать свой труд. Естественно, тот труд, который перед ним поставил руководитель, те отчеты, задания, он срезать, оптимизировать не может. И самое страшное, что в некоторых случаях педагоги начинают сокращать свою образовательную деятельность, там, где они являются полновластными руководителями и контролерами, только они ответственны за это, и проверить за это не может. И проблема заключается в том, что начинают сокращаться темы изучаемые. Начинает в общем, все отражается в конечном итоге на качестве образования, на школьниках и родителях, которые делают домашние задания, и классные тоже. Все верно. Вот моя мысль как раз заключалась в том, что поскольку сокращаются темы, они перекладываются на домашние задания, на самостоятельное изучение, и увеличивается объем домашних заданий у детей. Раз увеличивается объем самостоятельной подготовки, увеличивается количество проверок, контрольных работ, диагностик. И проблема высокой бюрократической нагрузки, она автоматически порождала две другие проблемы, которые также стали предметом обсуждения президента Российской Федерации. Это высокий объем домашних заданий у детей, когда они не могут нормально отдохнуть, восстановиться и все время находятся в тревоге. И высокий объем контрольных работ, поскольку дети постоянно находятся в состоянии стресса, испуга от этих контрольных работ, от этой оценки. И эти все три проблемы, они связаны друг с другом. Отсюда, естественно, падает качество образования. Поскольку падает качество образования, создаются ложные ожидания. Некоторые преподаватели начинают завышать оценки для того, чтобы соответствовать уровню школы или своему уровню. Насколько глубоко итоги этой проблемы. А потом родители сталкиваются с ЕГЭ-ОГЭ, самой объективной процедурой, и возникает социальное напряжение и негодование, что ЕГЭ слишком тяжелый, ЕГЭ слишком сложный, потому что ложные ожидания, заложенные на периоде обучения, они не подтверждаются в период проведения. И отсюда возмущение относительно системы образования, что система образования не соответствует тому образованию, которое у нас представляется в школе. Вот проблемы, друг на друга накладываясь, создают вот такое общее большое социальное напряжение. Но если коротко, например, говорить об этом законе, ну, я теперь понимаю, наверное, да, почему в конечном итоге был законом урегулирована вот эта вся система. Хотя 15 лет, да, к этому шли. В конечном итоге, вот если коротко, из закона был утвержден такой перечень, что учитель должен составить рабочую программу учебного предмета, журнал учет успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристика на ученика по запросу. Вот, ну, минимально, что там указано в законе. В принципе, это... Сегодня, год спустя, мы можем говорить о том, что это сохранилось, вместо 49 только там 5 позиций, например, либо мы только к этому идем, и достаточно и этого, ну, не устает учитель от этого, и решаются ли уже остальные проблемы параллельно? В Российской Федерации, да и в целом, наверное, не только в системе образования, но и в любых других отраслях, коренным образом изменить что-либо декретом, одним законом не получится. Нет, декретом бывало в нашей истории. Все равно не менялось. Были репрессии, была реализация. В нашем случае то же самое. Поскольку система образования консервативная система, традиционная система, наличием только лишь одного закона коренным образом переломить нельзя. Но это важный шаг. Поскольку мы живем в правовом государстве, то закон имеет первостепенное значение. И самое главное, у учителей появился механизм, гарантия. Они могут ссылаться на этот закон, директора могут ссылаться на этот закон. И когда теперь будут проверять образовательные организации, будут проверять их на наличие чрезмерного количества документов со ссылкой на этот закон. И будут ругать за то, что система образования в этой школе накладывает на учителя чрезмерно исчерпывающий перечень, который определен в законе. И учителя могут на него опираться. Это, конечно, первый шаг. Но запланировано достаточно большое количество мероприятий. Во-первых, нужно, чтобы все учителя узнали, что такой закон принят. Во-первых, нужно, чтобы все директора об этом узнали, что действительно такой закон есть, что о нем говорят, что это закон не для галочки и не формальный, что его выпустили и забыли. Поэтому наша задача, в первую очередь, довести эти изменения до каждого учителя. Часть этих учителей, более смелых, ответственных, которые не побоятся, сообщают нам о грубых нарушениях. Мы непосредственно сразу же реагируем. И у нас появился законный инструмент для того, чтобы вмешиваться в этот процесс
и распределять должностные обязанности, эту нагрузку пропорционально той работе, которую учитель выполняет. То есть каким образом выстроен процесс? То есть у вас есть определенная горячая линия? Есть и горячая линия, есть и интернет-приемная. То есть сообщить о нарушении этого закона, о возложении на любого учителя документов, исполнение которых не предусмотрено законом, можно в любом формате, любыми доступными источниками. Анонимно можно? Можно. Так, потому что вот вы сейчас, когда сказали слово «самые смелые учителя», я понимаю, что не каждый учитель готов вступить в конфликт и пожаловаться на директора школы или на завуча, учителю здесь работать. Каким образом обеспечивается, ну, условно, безопасность самого учителя, чтобы реализовать этот закон действий? Ну, во-первых, не для всех учителей все-таки это была проблема. Я ответил, 66% учителей только заявили об этой проблеме. Получается, 44% учителей с этой проблемой никак не связаны. И, по крайней мере, не видят чрезмерно высокой бюрократической нагрузки проблему. Это во-первых. Во-вторых, анонимность, если педагог попросит об этой обязанности, она будет 100% обеспечена. И будет проверяться конкретно не его нагрузка, а в целом нагрузка по школе. Какие даются поручения, на кого они возлагаются, выполняют ли педагоги поручения, которые не предусмотрены в их должностном регламенте, готовят ли документы, которые не перечислены в этом законе. Ну и, естественно, принятое решение, оно будет носить профилактический характер. У нас нет задачи ни в коем случае кого-либо наказать или кому-то что-то доказать. Наша задача объяснить, вместе урегулировать ситуацию таким образом, чтобы и руководству школы было комфортно. Ведь то поручение, которое перепоручается завучу, а завуч перепоручает учителю, оно может приходить и от отделов управления образования, и от других органов и ведомств. Соответственно, наша задача выстроить работу с этими органами и ведомствами для того, чтобы эти поручения, эти запросы в школу не направлялись. Самым, наверное, лучшим вообще решением этого вопроса будет цифровизация организации системы образования. Когда все данные, вся информация, которая нужна для анализа тем или иным ведомством, она будет в специальном цифровом доступе и будет запрашиваться и получаться этими организациями. В том числе, в первую очередь, к этим организациям относимся мы, то есть и Министерство образования, и Министерство просвещения, и Рособорнадзор, чтобы мы получали информацию о нашей системе без взаимодействия, прямого взаимодействия с учителем, чтобы эта информация полностью была в базе, эта база была доступна в первую очередь для нас, и вот из этой базы мы могли бы получить любую информацию, которая необходима нам для принятия управленческих решений. И по качеству, и по медалям, и по ЕГЭ, и по ОГЭ, и по всему остальному. Движемся к этой цифровизации? Движемся к этой цифровизации. На каком этапе, какой процент, сколько лет нужно, чтобы цифровизировать систему образования? Все зависит от наших желаний и возможностей. Ну, с возможностями всегда сложности, в отличие от желаний. Нет, поскольку Республика Татарстан является самой передовой с точки зрения цифрового развития, и многие федеральные проекты в сфере образования реализуются у нас и создаются в нашем городе Иннополис, то при желании, при соответствующих инфраструктурных возможностях, мне кажется, это можно сделать крайне быстро. Это сейчас делается. Вот со следующего года, с 1 января 2024 года, наша система электронного образования будет сильно модифицирована. И появится много новых опций и возможностей для того, чтобы с этой системой работать. Ну и в перспективе, конечно же, это, как бы это крамольно ни звучало, или, может быть, кому-то это не понравится, все-таки подключение к этой системе искусственного интеллекта, который будет самостоятельно анализировать, видеть проблемы, западающие стороны, слабые стороны, видеть какие-то лакуны и давать уже готовый ответ на эти проблемы, исходя из тех алгоритмов, которые в него заложены. Но это в перспективе. Ну, например, сейчас искусственный интеллект используется при работе портала «Смотри ЕГЭ», когда видеокамера направлена на аудиторию, в которой дети сдают
ЕГЭ, и алгоритмы у него построены так, он замечает и отмечает те ситуации, когда, например, ребенок достает телефон. То есть объектив камер сразу же вылавливает вот похожее на телефон устройство, примерно такого размера, такого объема, примерно так, как ребенок с ним должен работать, то есть работать пальцами, он вылавливает вот эти моменты поведения и сразу же фиксирует, что здесь, скорее всего, понятно, не 100%, потом это перепроверяется там администратором, используется телефон. Искусственный интеллект начальный с этап учителя. Сейчас 20% всех нарушений, которые выявляются, это выявляется искусственным интеллектом. Хорошо, вот возвращаясь к жалобам учителей, к обращениям, были они за этот год или не были? Сколько учителей в Татарстане, в принципе, воспользовались своим законным правом отстоять свои законные права? Вы знаете, на удивление, в Республике Татарстан мы большого объема обращений, связанных с нагрузкой, не замечаем. Практически их можно пересчитать по пальцам. Ровно так же мы и не замечали его до 2021 года. Если о нем и говорят, то, скорее всего, в большинстве случаев говорят, общаясь друг с другом в социальных сетях. Даже мониторинг социальных сетей, комментариев на эту тематику показал то, что проблема не такая острая, как ее, допустим, преподносят. Но мы знаем, что она есть, потому что те последствия, к которым это приводит, намного хуже, чем наше бездействие. Поэтому мы, безусловно, должны сделать так, чтобы внимание учителей переключилось либо же на усиление обучения и воспитания, либо же на самосовершенствование, самообразование и повышение своей собственной квалификации. Вот на полезные для образования элементы. Еще раз уточнение. Если искусственный интеллект еще в чистом виде нет, о котором мы мечтаем в перспективе, то сейчас вот те отчеты, все равно, которые минимизировались, кто их выполняет? Директор школы, завуч? Или все-таки действительно сократился бумажный документооборот? Нет, действительно сократился бумажный документооборот. Я могу апеллировать в этом цифры. За сентябрь 2022 года Министерство образования нашей республики направило писем в отделы управления образованием около 200. Так. А сентябрь этого года уже 96. Мы намеренно сами сокращаем направляемую документацию в отделы управления образованием. 96. Наша задача стоит снизить еще в 2 раза. Чем меньше от органов государственной власти будет поступать соответствующей информации, тем будет лучше. Но это не значит то, что те 100 писем, которые мы не направили, мы теперь их игнорируем и с этой информацией не работаем. Мы перевели ее как раз в электронный вид. Теперь это интегрируется, и эту информацию мы получаем через отчет. Кроме того, нами были проанализированы перечень ежегодных отчетов, которые школа сдает в управление образования отделы сдают в Министерство образования. И оказалось, что не все нужны. И оказалось то, что часть из них устарела. Вот из 50 отчетов 18 нами было сокращено в этом году. Прекрасно. 18 отчетов. И могут сказать то, что вы, наверное, объединили. Никакого объединения не было. Эти отчеты были полностью сокращены. И теперь мы просто действительно в них не нуждаемся, потому что мы получаем информацию из других источников. Практически сейчас система образования к этому идет. Все мероприятия, которые подлежат анализу для принятия управленческих решений, они и так находятся в электронном виде без взаимодействия и помощи учителя. Это система ЕГЭ, все в базе, все оценки. Это система ОГЭ, все в базе. В перспективе мы полностью перейдем в компьютерную форму ВПР, когда дети будут сдавать ВПР на компьютерах. Компьютер сам будет проверять, перепроверять и сам будет загружать автоматически в базу. Ведь сейчас, проводя ВПР, учителя организуют, сами проверяют и сами заносят в базу результаты оценки. Мы хотим этого решить. Следующий переход, это как раз в перспективе с 2024 года. Конечно, это решение многим не нравится, но это показатель цифрового развития
России в сфере образования, это поручение президента, достигнуть 70% всех домашних контрольных диагностических работ, проверяемых автоматически, с использованием искусственного интеллекта. Даже тех заданий... Учитель с красной ручкой уйдет в прошлое, да? Я правильно поняла? Даже тех заданий, которые носят развернутый ответ, сочинений. Сейчас компьютерная форма может проверять тестовые ответы, как на ЕГЭ. Но сочинения, развернутые ответы, на которые как раз больше всего и претензий к ЕГЭ была, проверялись непосредственно экспертом. Замечательно. Завершающий вопрос все-таки в конце. Я как учитель бы, например, спросила, когда наступит райская жизнь? В самое ближайшее время. Ранис Гвидорович, большое спасибо. На самом деле было очень интересно. И оказалось, что проблема, очень глубокая проблема. Мы не видели в той степени, о которой вы сегодня рассказали. Я надеюсь, что учителям будет житься хорошо. Надеюсь, пусть все воплотится, искусственный интеллект придет тоже на помощь. Это была программа «7 дней плюс». Всего доброго. До свидания.